Строительство, комплексное развитие территорий, реализация национальных проектов. Эти и другие вопросы обсудили глава Коми Владимир Уйба и глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время рабочей встречи в Москве. Особое внимание глава региона уделил реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Ксения Мишарина продолжит. Программа переселения граждан из аварийного жилья в Коми реализуется поэтапно. До 2025 года планируется переселить из 731 дома более 7 тысяч жителей. Большая часть за счет средств федерального фонда. В программе участвуют 15 муниципалитетов. Наибольший объем для расселения в Сыктывдинском, Усть-Цвымском, Карткиросском, Троицко-Печорском районах и городе Сыктывкар. Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году и начавшуюся специальную военную операцию, работа по переселению в республике не останавливалась. За это время в новые дома переехали более 5000 человек, благодаря расселению 100 тысяч квадратных метров непригодных для проживания домов. В Коми программа реализуется с 2019 года. В список попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В столице республики это 33 дома, более 300 квартир, в которых проживали 757 человек. В городе Сыктывкаре эта программа реализована досрочно. По состоянию на настоящий момент все граждане переселены, либо получили компенсационные выплаты. В настоящий момент из более чем 350 квартир, повторюсь, у нас только по 13 жилым помещениям проводятся судебные заседания. Люди порой спорят по поводу выкупной стоимости квартир, либо люди, которые не согласны переезжать в предоставляемые им новые жилые помещения. У собственников есть выбор – получить компенсацию в размере стоимости квартиры, либо переселиться в новую, приобретенную от застройщика квартиру. Во втором случае проблема только в том, что оставлять привычное жилье не всегда удобно. Но эти вопросы в столичной мэрии планируют решить до конца года. Ксения Мишарина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.